смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Квоты для 15 районов республики. В России начался конкурсный отбор по федеральной программе «Земский учитель». Искусство, посвященное Северу. В Подмосковье открылась выставка Ольги Скупченко. Расскажем об этом более подробно. Масс-рестлинг и успешная аккредитация. Чурапчинский институт физической культуры и спорта готовит места к следующему учебному году. Правительство России внесло ограничения в программу субсидируемых перевозок на 2022 год для оформления авиабилетов на Дальнем Востоке. Имеющие право на льготные билеты могут заключить максимально 4 договора на воздушную перевозку по субсидированным маршрутам с перевозчиками по одному из вариантов. Не более 4 авиабилетов по маршруту в одну сторону, не более 2 авиабилетов по маршруту туда и обратно, не более 2 авиабилетов по маршруту в одну сторону и не более 1 билета туда и обратно. По субсидированному тарифу для граждан, зарегистрированных на территории субъектов, относящихся к Дальнему Востоку, можно забронировать и оформить авиабилет на перевозку, начинающуюся не позднее 6 месяцев с даты оформления авиабилета. Прием документов на участие в конкурсном отборе на получение выплаты по федеральной программе «Земский учитель» начался в республике 10 января. В этом году предусмотрено 15 квот. Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать на федеральном портале. После этого необходимо направить по электронной почте отсканированные копии документов. Прием продлится до 15 апреля. Победители определят в период с 1 по 15 мая. Тем временем резкий рост цен на стройматериалы ударил по индивидуальному жилищному строительству в стране. Якутия не стала исключением. Больше всего подорожали пиломатериалы, практически вдвое. Подорожали и металлоконструкции, и другие сопутствующие товары. Так, строительство частных домов подорожало в России от 30 до 60% на фоне повышения цен на стройматериалы и рабочую силу. Специалисты отмечают, что на такой резкий скачок цен в первую очередь повлияла пандемия. Это связано с Китаем, центром мировой металлургии, где в пандемию была приостановлена работа всех предприятий. Но Китай не единственная причина. Второй момент – это рост курса доллара-евро. Это касается импортных материалов, которые сегодня поступают в Россию, и сырья, из которого делаются сегодня строительные материалы. Также это подорожание грузоперевозок на сегодняшний день наблюдается по всей России. Также увеличение экспорта того же сегодня лесоматериалов, сегодня лесная промышленность ориентирована на экспортные поставки. Сегодня рост составляет более 100% на металлопрокат и на трубную продукцию. И также наблюдаем по республике сегодня на пиломатериалы, тоже рост составляет более 100%. Строительная готовность нового детского сада по улице Кузьмина в Якутске составляет 100%. Новый детский сад возведен по национальному проекту «Демография». Объект предусматривает посещение 240 детей. Подробнее об условиях заведения, а также о планах возведения новых детских садов в Якутии узнавала Марферина Алексеева. Новое трехэтажное здание полностью отстроено и благоустроено. Завезен инвентарь и вся необходимая мебель. Осталось лишь получить лицензию. Согласно проекту, в здании имеется 12 основных помещений для групп, зал для занятия физкультурой, медицинский отсек, пищеблок, прачечная и прогулочная веранда. Во дворе установлены площадки и имеется даже стадион. В детском саду будут реализовывать специальное обучение для детей с речевым дефектом. По данной программе планируется набрать 2 группы по 20 детей. 5 групп будут обучаться по федеральной образовательной программе для русскоязычных воспитанников и 5 групп на якутском языке. Рассчитан на детей, начиная с раннего возраста. Наш детский сад будут посещать дети от 2 лет. Будут организованы 2 группы раннего возраста. Детский сад будет реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, которая разработана на основе программ «Мозаика» федеральная. Так, первые шаги для детей раннего возраста. У нас будут открыты 5 групп с якутским языком обучения. В этих группах будет реализовываться региональная программа «Кустук».
По Гагаринскому округу в очереди на предоставление мест в дошкольные учреждения состоят около 900 детей. Предположительно, весной этого года детский сад начнет работу отдельных групп, а уже в сентябре заведение примет более 240 детей. Помимо обеспечения дошкольными местами, благодаря новому детскому саду трудоустроится более 80 граждан. Ввод нового детского сада решит вопрос больше 240 детей, которые уже будут ходить в этот новый детский сад. Но актуальность еще строительства детского сада в Гагаринском округе тоже стоит. В данное время утвердили штатное расписание, создается новое юридическое лицо, буквально на днях будет регистрация. И в данный момент идет комплектация педагогических кадров, работников детского сада. В 2021 году по республике отстроено и введено 13 детских садов. 8 из них по нацпроекту «Демография». В текущем году работа продолжается. В республике будет построено более 10 детских садов и совмещенных комплексов по типу «школа-сад». На 2022 год у нас планируется строительство отдельно стоящих детских садиков 6 объектов. Это 4 по комплексному развитию сельских территорий и 2 по добрым делам. И еще несколько объектов в рамках комплексных образовательных объектов. Это школы-сады, создаваемые как единый комплекс в будущем. Уже 21 января состоится торжественное открытие нового 35-го детского сада. Заведение назвали красивым словосочетанием «Северные сказки». И вовсе не просто так. Вскоре все стены внутри здания разрисуют национальными эпизодами традиций и культур народов Якутии. Марфелина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Тем временем по нацпроекту образования до 2024 года во всех школах Якутии должны открыть современные центры образования «Точки роста», а также создадут центры цифровых технологий для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом рассказала министр образования и науки республики Ирина Любимова. Отметим, что в 2021 году такие образовательные центры открыли в 111 школах. Учителя проходят повышение квалификации. Также в рамках национального проекта продолжается реализация цифровой трансформации в учебных организациях и оснащение учреждений дополнительного образования спортивным инвентарем, ремонт и перепрофилирование спортивных залов. Так, в 2021 году 52 школы в сельских местностях получили оборудование. Жизнь художника. В подмосковном городе Гжель открылась выставка заслуженного художника России, известного скульптора Ольги Степановны Скупченко. В 60-е годы вместе со своим супругом, якутским поэтом Гавриилом Вишняковым, она объездила всю Якутию. И эти воспоминания послужили вдохновением для создания картин и скульптур, посвященных Северу. Сегодня ее работы украшают экспозиции в музеях и частных коллекциях по всему миру. Ольга Скупченко-младшая – почти полная тезка матери, знаменитого российского художника и скульптора Ольги Скупченко-старшей. В декабре прошлого года ей бы исполнилось 100 лет. В честь этой даты дочь и решила организовать выставку. Знаменитая художница была признанным мастером. Именно ее работу Хрущев выбрал в качестве подарка для королевы Британии. Она создавала портреты советских артистов, военных, писателей. Но особое место в ее творчестве занимает тема Якутии. Огромную роль сыграл удивительный брак, человеческий, творческий, с поэтом Балом Хабарыысом Гавриилом Вешниковым. Удивительная история любви и жизни. И Бал Хабарыыс провез Ольгу, свою любимую, по всей Якутии, все показал. И она просто, конечно, была поражена, вдохновлена. Десятки ее работ посвящены Якутии. Это и картины, скульптуры, зарисовки из быта сельской жизни, портреты самых выдающихся якутских ученых, писателей, музыкантов. Она вообще такой человек, очень любопытный, любознательный был. И вот эти, сами люди, вот это олени, тундра, река, больше всего ее поразили Ленские столбы. Ну, это, конечно, потому что скульптура в камне, которая просто, природа создает. Река Лена мощная. Она всю жизнь об этом говорила. Временная экспозиция открылась в городе Гжель, где начинала свой творческий путь сама скульптор. В местный музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова» приходят не только здешние жители, но и туристы из других регионов. Для средней полосы Якутия – это экзотика. Нам интересно это открывать. Хотя Якутия, в принципе, Гжель, сине-белая и страна снегов, да, такой ассоциация. И я удивляюсь, у нас в творчестве художников тема оленей, именно
якутов не было. Но сейчас, думаю, люди посмотрят, тоже захотят что-то слепить. После экспозиции в Гжеле эту выставку уже ждут в другой галерее, Московской, где произведения Ольги Скупченко смогут оценить жители и гости столицы. Максим Кардозо, Джур Березкин, Московская область. Перейдем к спортивным темам. С 3 января в зале бокса Центра спортивной подготовки «Триумф» идут учебно-тренировочные сборы команды якутских боксеров. Около 60 спортсменов в ежедневном порядке после новогодних выходных начали тренировку. Готовятся они к различным соревнованиям, в том числе и к чемпионату Дальнего Востока, который пройдет в феврале в городе Нерюнгри. Как сказала начальник управления сборных команд республики Светлана Винокурова, все якутские боксеры чувствуют себя отлично и первыми начали свои тренировки среди сборных команд республики. В Центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия культивируются базовые виды спорта. Это 13 видов спорта. У нас входят и олимпийские виды спорта, и неолимпийские виды спорта. Также у нас культивируются спортсмены с ограниченными возможностями. Это инвалиды ПОДа и инвалиды СУРДа. В январе месяце с 3 числа сборная команда Республики Саха-Якутия по боксу уже начали свои тренировочные мероприятия. Подготовка к чемпионату Республики Саха-Якутия, который должен состояться в феврале месяце в селе Намце, а также к чемпионату Дальнего Востока, который пройдет в Нерюнгри. Чурапчинский государственный институт физкультуры и спорта успешно прошел аккредитацию по 7 направлениям и готовит 186 мест к следующему учебному году. Введены новые правила, по которым можно будет подать заявление через электронное приложение госуслуги. Институт, сотрудничая с Министерством спорта России, активно работает по программе «Спорт. Норма жизни». Так, в прошлом году переподготовку прошли более 400 тренеров по направлению масс-рестлинг. В этом году мы начали подготовку тренеров по масс-рестлингу по регионам. И 21 регион сегодня получил дипломированных тренеров по масс-рестлингу. Поэтому эта работа будет продолжаться и в этом году, в 2022 году, мы получили уже 400 мест госзадания. И 25 тренеров будем готовить. Есть уже заявки с отдельных регионов. Ну и по инструкторам тоже будем продолжать работу. А воспитанник якутской футбольной школы Артем Соколов переходит из подмосковных Химок в самарские крылья Советов. Об этом в передаче «Актуальное интервью» на нашем канале заявил директор Республиканской специализированной школы по футболу Николай Цепандин. Ранее ряд СМИ сообщали о том, что клубы имеют устное соглашение о трансфере игрока и готовы закрыть сделку в ближайшее время. В текущем сезоне Соколов принял участие в 14 матчах российской футбольной премьер-лиги, отметившись одной результативной передачей. По данным авторитетного портала «Трансфермаркт», контракт 18-летнего воспитанника якутского футбола оценивается в 600 тысяч евро. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.